Салям алейкум. В среду вечером программа «Мызмызлары». Мы уже в новом составе в программе «Мызмызки» на GFME. Да. И имени Джипар. И у нас в гостях замечательная женщина, народная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова. Она еще, кроме того, что обладательница яркого и звонкого голоса, она известна тем фактом в своей жизни, что у нее было аж целых 9 мужей. Вы сейчас замужем? Ну, как бы в стадии замужества, потому что... Что это значит в стадии? Ну, все это очень сложно. Раньше, вы получили предложение? Да, в Узбекистане, когда я жила, там надо было сразу выходить замуж, там нельзя, не принято было жить гражданскими браками. Я, кстати, вот за это очень ратую, потому что это нормально. А здесь, как бы вот в Москве, я в последнее время задумалась, после 9-го так немножко, что надо уже 10-го выбрать раз и навсегда. Но вам цыганка когда-то нагадала 10 мужей, правильно? Да, То есть это да. как раз сейчас вы раздумываете над последним своим предложением. Потому что мне уже нельзя, получается, 11-го будет. А это правда, что ваш последний муж, он крымский татарин? Да, вот это поэтому я здесь и нахожусь, поэтому я здесь уже почти 2 месяца. То есть, наверное, слухи о том, что вы переезжаете сюда в Крым, не беспочвенные. Уже есть слухи, я это не слышала. Есть интересно. слухи, ходят. Вы известный человек, конечно. О, интересно очень. Так да. как все-таки? Будете жить в Крыму? Ну, пока вот уже делаю первые шаги. Видите, я уже 2 месяца в Крыму. В следующем году я буду 3 месяца, потом я буду больше. Но, конечно, все равно основная работа Москва, потому что любой артист понимает, что Москва – это центр как бы такой международной искусства и культуры. И основная работа, конечно, интересная профессиональному артисту – это, конечно, Москва, к сожалению. Но я, вы знаете, у меня все время такая задумка где-то в голове. Вот открыть в Крыму определенный продюсерский центр, как это делается в Москве, где идет подготовка, начиная с детства. То есть детские такие музыкальные центры там для среднего возраста и уже такие высшие. А вы себя высшие. пробовали уже в качестве продюсера? Да, я же работала 2 года в институте, правда, славянских, интересно, из славянских народов, узбечка, вот, работала в институте педагогом. Все-таки давайте вернемся вот к тому известному факту вашей жизни, личной жизни. Ваш 10-й муж, если не секрет, кто? Будущий муж. О, нет, лучше вот это вот как бы не объявлять, потому что это если я... большой секрет? Да, потому что вот... А у нас ведь программа как раз, она заключается в том, что мы раскрываем вот это. Знаете, я обещала Малахову, что я первая ему скажу, когда я выйду замуж, он сделает из этого как бы интересную программу, 10-й муж там и то все, и тогда мы уже все начнем оттуда. А если я сейчас раскрою эту фишку, он скажет, ну все, уже слухи пошли. Только ради Малахова мы вам давайте этот момент интригу такую сделаем. Скажите, а у ваших мужья, скажите, вот это были какие-то служебные романы, профессиональные романы, это были музыканты? Кто были эти люди? Вы знаете, так получалось большей частью. Ведь я не виновата в том, что вот большое количество мужей. Получалось так, что мы, например, работаем в каком-нибудь ансамбле, мы же работаем все время на гастролях. У нас домой, получается, было заехать там, ну, 2 раза в год. Ну, поймите, да, какой муж будет терпеть такую жену, которая 2 раза в год заезжает домой к нему, как говорится, в гости? Ну, естественно, поэтому получалось так, что брак как бы именно с человеком, с которым работала я. Вот какое-то время я работала, например, 10 лет с своим первым мужем, от которого у меня и ребенок, доченька Настенька. Вот 10 лет мы работали, потому что все время вместе были рядом, и это было вот хорошо. Потом получилось так, что я как бы пошла немножечко уже наверх, я уже стала лауреатом международных конкурсов, а муж как бы остался на том уровне. Очень трудно получается вот как бы подтягивать за собой все время как слабое звено. Знаете, была То есть такая он не передача. выдержал такого соперничества? Ну, не то, что соперничество, гонки не выдержал. Артист, он гонится, он все время и карьеру делает, он гонится, он все время выше старается, он куда-то дальше, он все время в этих концертах. Все. И если остается человек в другом ансамбле, опять же, получается, что я заезжаю в гости к нему домой. Ваш последний муж был значительно моложе вас, да? Да, вот это 9-й. Это какая-то история брошенного котенка, когда я читала в статье, если честно, вот это ваша цитата, что вот мы с ним познакомились в поезде, и он так и прижился. Почему не сложилось с ним? Вы знаете, я потом поняла, что вот наша ошибка, особенно вот многих артистов, я сейчас все время анализирую, не буду называть известных очень артистов, которые с младшими, намного младше себя берут мужей, на 20, там, на 22. Я поняла, вот в чем ошибка наша. И у меня тоже был такой период, когда мне казалось, что я смогу ужиться с молодым человеком. Нет, у нас совершенно, оказывается, разный менталитет все равно. И это очень здорово потом в быту и как бы в дальнейшей жизни, даже, как бы сказать, по философии, по каким-то таким, трудно сказать. Ну вот вы восточная женщина в быту. Да, вы любите готовить.
ухаживать Я за все равно, своими при всем мужчинами. при том, что я всю жизнь прожила в Москве, там с 20 лет, все время в Москве, там на гастролях, все равно во мне вот этот менталитет узбекский, он как бы восточный, отложился с детства, потому что папа у меня все равно восточный человек, и мама все делала как нужно вот восточному человеку. Она всегда подавала вовремя еду, она убирала, она следила за тем, как выглядит ее муж. Вы знаете, вот это все равно вот такой стереотип семьи, он во мне прижился где-то внутри. А ваша дочь Анастасия? Чем она Она занимается? совсем другая. Она, вы знаете, очень пела хорошо, но так получилось, что мы попали в тот период, когда уже Советского Союза не было, и чтобы выбиться, нужна была была структура коммерческая уже. Девочка хорошо пела, но мы так подумали с ней, что два артиста в семье, нестабильность ни в заработке, ни в чем, ни в работе. И вот моя А можно дочка было бы- намного умнее меня, и она выбрала более стабильную жизнь. А можно ли было бы себе представить Наталью, мать 9 детей, например, от каждого Нет, по нет, ребенку? это нет, конечно. Почему? Нет, ну потому что мне некогда было. Я все время как бы была в работе, все время в поездках. Я вообще себя плохо помню где-то в доме долго. Понимаете, только вот когда я родила, вернее, когда я задумала родить вот от первого мужа, от Толика, я вот приехала в Ташкент, поступила на службу, на работу в Узгостелерадио. Это такая стабильная работа на месте. Я каждое утро приходила на работу, там пела, учила песни и домой. А подарить ребенка 10-му мужу хотели бы? Да нет, это, во-первых, наверное, уже поздновато. Ну, да и- Пугачева на 12 лет ваш старше и все-таки думает о том, чтобы Ой, нет, ну, пусть она осчастливить думает, Галкина. это там Это совсем пиар. другое. Да, там, ну, я не знаю, пиар или нет, но это уже будет, естественно, все равно какой-то искусственный вариант. Я не думаю, А что скажите, уже... а вот вы себя как больше видите, сами себя как чувствуете? Ведь вы были и в роке, да? Может, Начинали. узбекская Роксет? Да. Нет, у меня не Почему бы и нет, получилось, вы нет? знаете, не получилось. Вы Оказывается, чтобы в роке надо иметь очень такой крепкий, хриповатый голос там вот такой. А у меня же очень солнечный, Звонкий звонкий. такой. Он никак не ложился вот в рок, ну никак не получалось. Как я Джаз. не хрипела, как я мороженое не ела, там пыталась... Нет, я только испортила немножечко свой тембр. Может, надо было еще пару раз замуж выйти, ну так, чтобы, знаете, накричаться и иметь хрипкие... Нет, Не нет, думаю, что а Наталья я- Фанум я кричала вообще на не своих кричу мужей. в семье, мне как-то неинтересно. Вот как только начинается крик, почему у меня так много браков и разводов, как только начинаются какие-то проблемы, так тут же я себя освобождаю от этого. Разводимся, значит, и больше не морочим друг другу, как говорится, это голову. Успешная карьера музыкальная и женское счастье – это понятия совместимые? Нет, наверное, нет. Нет. Вы знаете, вот даже те... Вы не были счастливы в браке? Нет, я была все время счастлива, потому что я меняла, получается. А если бы я, наверное, не меняла, то я бы все время ругалась, кричала, и вот это все время терпела бы, получалось. И, возможно, скорее всего, что не было бы дальше карьерного какого-то роста, потому что мне бы пришлось остановиться и жить с мужем, как вот ему это удобно, понимаете? То есть каждый новый муж – это определенная волна, которая вас... Это определенный ансамбль, выше как бы уровнем, и это определенная жизнь другая. Известно, что вас сейчас часто приглашают в качестве эксперта, консультанта на различные программы Теперь, российских да, уже, каналов. судя по- И «Давай поженимся», и к Малахову, да? Да. Почему? Консультируете личные жизни или какие советы Наверное, даете? вы знаете, они уже знают, что у меня опыта много, потому что много интервью и много передач делали просто про меня там и на РЕН-ТВ, и по ТВЦ. Передачи такие небольшие именно про всю мою жизнь. И в основном, конечно, интересовало, конечно, вот это... Количество браков Количество официально. браков. К сожалению, Скажите, как а я если не мы- пыталась это были улизнуть, как от вас. неофициальные Вот, браки. никак не могу улизнуть на творческую какую-то линию. Вас же называли даже такой советской Элизабет Тейлор. Ну, даже уже перепрыгнула. Да, по-моему, 8 раз была замуж Элизабет Тейлор, Да. в 10-й раз, скорее всего, будете замужем теперь вы. Да, я обязательно, я добьюсь этого. Догнать и перегнать Америку, то есть вы воплотили Да этот нет, ну лозунг. просто хочется уже остановиться, честно говоря, потому что я поняла одну такую историю, что вот как все говорят там, что каждый раз менять и только время терять, это где-то правильно, но еще просто уже хочется спокойствия, уже мне надоело, потому что у меня уже нет той гастрольной жизни, и я дома нахожусь больше, и мне немножко стало скучно, особенно когда дочка уже выскочила из-под моего, как говорится, крыла, уже из семейного очага, и как-то я осталась одна, и мне неинтересно стало жить, мне захотелось устроить какой-то свой семейный очаг. А так как я все-таки восточная женщина, то, естественно, я предпочла восточного мужчину, потому что как-то это мне Наталья близко. Ханум, Знаете- вы лауреат множества конкурсов. Как вы относитесь к современным конкурсам
Вот новая Например, волна, новая волна. недавно отгремела. Вы знаете, столько много историй про новую волну говорят, и поэтому И не самых я лучших. не в курсе таких вот совсем подробностей, но я слышала много и положительного, но, к сожалению, много Это и... объективные конкурсы, как вы Как не считаете? всегда, не всегда, потому что вот особенно в последнее время заметно, это заметно. Если раньше были конкурсанты как-то одного уровня, и когда выбирают одного, там, а другой ничего не получает, это как-то было более-менее реально, понятно, да, то теперь и уровень вот между конкурсантами довольно такой вот прыгающий. И когда выбирают одного, который не самый, как бы казалось, такой верхнюю ступеньку взял, и вдруг его выбрали непонятно по каким параметрам и по какому То есть в подходу. профессиональных кругах отношения к таким Идут конкурсам уже, не да, очень, такие, да? да, как-то уже, к сожалению, жалко, что не всегда это... А не думали основать Свой фестиваль, конкурс, свой например, фестиваль какой-то? в Ялте? Здесь, в Крыму. А вы знаете, это вот нужны спонсоры очень значительные. Я пока в Крыму только еще осваиваю этот край, я еще не знаю таких людей, которые бы были спонсором. Здесь без спонсоров не обойдешься. Знаете, вот глядя на вас, мне как бы сложно задать следующий вопрос, но тем не менее, я выросла на ваших песнях, Наталья Ивановна. Я родилась в Узбекистане, и я очень хорошо помню вот в этот период своего узбекского детства ваша песня «Не плачь», упоешь «Не плачь», Канатоходцы, да. «Канатоходцы», да. Да. Ее пели вот все мальчишки и девчонки на нашей улице. Вы знаете, это было правильно рассчитано Фарухом Закировым. Когда делают песенку, которая немножечко как бы детская, то получается, что твоя жизнь и карьера продолжаются очень долго. Вот эти дети, которые пели твою песенку, они вырастают, и они помнят это. Вот на вашем примере, пожалуйста. Действительно. Так, ко мне вообще подошел очень взрослый мужчина с ребенком уже не маленьким, и подходит и говорит мне: ой, Наталья, как здорово, я вас вижу, да, я был маленьким ребенком, вы пели, я уже большой, у меня дети, а вы все поете, я смотрю, живая. Кстати, вот уход со сцены, знаете, мы вот видим те звезды, которые еще в советское время стали звездами, они периодически заявляют о своем уходе со сцены, проводят шумные туры и остаются. Ну да, А это вы? пиар-ход, такой пиарный ход, вроде чтобы поднять волну немножечко, чтобы люди вспомнили и типа пошли попрощаться на их последние концерты. Это Это неправда. Нет, конечно, да. лукавство. Мне кажется, что артист все равно умирает на сцене. Вот, к сожалению, как с Эдуардом Хилем, мы сидели, кстати, у Зеленского на прямом Да, эфире, светлая память. по этому поводу. И очень долго выясняли, почему. И я вот, например, сказала одну такую вещь, что нельзя уже в возрасте артиста использовать так, как в молодости. Вот именно с Эдуардом Хилем так получилось, потому что То есть его такая загнали? нагрузка, конечно, нагрузка была такая сильная, в 78 лет или в 75, такую нагрузку, как в молодости, нельзя давать, сердце не выдерживает. Хотя мы выходим на сцену, и все равно, как Газманов забывает, что у него там с поясницей, он все равно делает кульбиты какие-то, как Леонтьев прыгает до последнего, хотя у него больные В своих ноги. эпатажных костюмах. Да, и все равно все это как бы продолжается, потому что выходишь, и ты забываешь, что тебе столько лет, а сердце-то оно не забывает, сердце-то. Ну, Сердце а ваш магнит. конек это все-таки голос? Ну да, наверное, вот тембр, потому что вот сколько я знаю, что иногда я пою какие-то даже не очень интересные песни, но по тембру Сколько? все равно понимают, что это я пою. Сколько позволяет вам зарабатывать ваш тембр сегодня? А сегодня для того, чтобы жить, и неплохо так жить, как бы, хотя уже дочка мне и помогает, но все равно пока обхожусь Вы без. гастролируете? Да, у нас и бывают гастроли, но такие как бы редкие и фестивального такого значения, как, например, «Золотой шлягер» там по Белоруссии, в Минске, вот если даже в Ютубе есть эти съемки, или куда-нибудь там, наоборот, в Сибирь, туда, в Владивосток, вот такими крупными, такими большими фестивальными концертами мы ездим. Советская эстрада разительно отличается от современной. Сегодня для того, чтобы быть известным и знаменитым, все-таки талант нужен, как вы считаете, или нужно иметь спонсоров, как вы только что сказали об этом? Я вот все время думаю на эту тему, потому что, вы знаете, вот те, которые выходят со спонсорами и под фонограмму, они не получают того удовольствия, которое получаем мы, когда мы живьем поем. Ведь весь кайф именно, когда ты поешь живьем, ты отдаешь свою энергию и свое искусство и получаешь взамен еще больше, понимаете? А когда ты просто рот открываешь под фонограмму, уже там все вычищено, и только ты движение делаешь, там то, что уже привычно там для тебя как-то механически, да, ты не получаешь отдачу. Поэтому, ну какой смысл? Нет обмена энергии. Ведь в этом же вся суть артиста-то. Почему? Он поет живьем, и он подпитывается. А так он вышел, он все отдал, получается, там попрыгал под фонограмму, вышел и весь мокрый. И что? И где?
А кайф-то где? Где кайф? Где адреналин? Слушайте, Вот этот а давайте сейчас, раз уж вы в Крыму, думаете жить в Крыму с крымскими татарами, давайте споем по-крымско-татарски. Ах, как Живьем! Вы знаете, я одну единственную песенку вот как-то записала, и то в таком джазовом стиле. Был Гена Асатарян, очень, к сожалению, его сейчас нет. Очень интересно писал всегда татарскую, крымско-татарскую музыку. Так. И вот он мне предложил вместе там, с Сираном песню эту. Ну, вот я могу только вспомнить, конечно, Ну, давайте хоть парочку. пару строк. Давайте, Да, но она достаточно. была так в интересном таком сопровождении оркестровом, поэтому я просто спою по попсовому. Я любою тюзгелир, баламузуны болюх изгелир. Такая очень сложная для меня. Там шинанай, балам шинанай, шинанай, ну, вот, знаете, я, честно говоря, Да, под оркестровку я бы спела, а так А вот с я кем из немножечко уже крымско-татарских забыла. исполнителей общаетесь сегодня? Ну да, я очень хорошо как бы стараюсь поддерживать отношения с профессиональными вашими крымскими музыкантами, такими как Энвер Измайлов, Сиран Османов, хороший очень гитарист, и Гарик, аккордеонист, да, Нариман. Гарик, Нариман Балич. Нариман Балич, я даже Он там... в Москве сейчас. Да, в Москве там диаспора есть, которым лидер Мустафа Мухтеремов. Он очень часто собирает, ну, 4-5 раз в год, представляете, он собирает вот такие музыкальные форумы делает. Это настолько интересно, вот поэтому-то я и познакомилась с вашими профессиональными музыкантами, потому что он вызывает их туда, и они радуют всю диаспору крымскую, потому что крымская диаспора там еще пока небольшая, но уже такая значительная. И там проходят вот эти вот интересные очень Курбан-байрамы, Наврузы даже уже справляем тоже там. И приезжают ваши вот музыканты, Какура приезжал, Сервер, потом вот Сиран А приезжал. дуэты? Давайте, чтобы это вот Ну вот вы знаете, мы сейчас знакомство задумались вылилось в с какой-то Инвером. С творческий Инвером дуэт. я буквально 2-3 дня назад приезжала к нему, потому что я здесь уже долго, и я наведывалась к нему, и у нас такая уже идея появилась, что он говорит, ну, крымско-татарская, может быть, одну ты еще сможешь, потому что мне очень тяжело пока дается эта музыка, и язык в основном, даже не так музыка, как язык, чтобы это вот органично очень звучало. Я не могу позволить, чтобы это было стилизовано, все-таки это не совсем профессионально. И вот я пока изучаю. А он мне предложил, давай, говорит, сделаем на узбекские такие. То есть я крымский татарин, я тебе узбекские твои темки Аромат Востока, я бы сказала. по-крымски сделать. Да, там, говорит, на 9/8 попробуем какой-то у нас там уже был. Ялла майором, ялла, ялла майором, ялла. Какие-то вот такие вот темки возьмем. И я там ему лязги предложила тоже. И говорю, ну и попробуем, конечно, хайтарму, хоть кусочек я, может быть, напою вместе с А тобой. танцевать хайтарму умеете? Нет, не умею. Но На очень... свадьбе научат. Да, На 10-й свадьбе? я это танцевальный, приезжал к нам, Мустафа вызывал Крым, ансамбль такой был, и я наблюдаю все время, я стараюсь, да, сейчас. У нас даже был уже проект такой с Мустафой придуманный, как бы за границу сделать маленький такой, как танцевально-оркестровый и вокально, ну, все вместе такой, вокально-хореографический, как я говорю, сделать такой маленький ансамбль и попробовать за границу. Там фестивали, у меня очень много знакомых, которые делают фестивали за границей. Они когда увидели кусочек, вот я их привезла на этот концерт Курбан-байрам там в Москве, они посмотрели, слушай, это так интересно. Вот они забыли уже вот этот фольклор, национальные традиции, которые у вас сохраняются так здорово. И они прям были удивлены и заинтересовались. Наталья, вы следите за тем, как развивается эстрада, музыкальная культура в том же Узбекистане? Ну, Вот, не например, очень. история Елдус Османовой. Вот как-то, вы знаете, не очень, потому что... То вот есть вы больше московская певица? Даже не московская, я уже больше так интересуюсь крымскими вот артистами, потому что мы сидим на фестивале, вот на вашем Восточном базаре, и я все время в жюри сижу и смотрю, как постепенно уровень фестиваля вот растет. То есть вы знаете крымских артистов Больше тоже? даже, А чем уже молодых знаете? узбекских. Ну, из молодых, кому мы дали, там, сейчас не могу вспомнить уже имена, много девочек очень... Ильзара, по-моему, Баталова, Ильнара ваша, Кучук. Вот, видите, я уже немножко это путаюсь. Но хорошие девочки есть, очень интересные. Потом я, конечно, поражена вашим ансамблем вокальным «Бельбек». Это вообще невероятный ансамбль, и даже попробую сейчас помочь им как-то там, ну, не продюсерам, просто хотя бы довести их информацию до Москвы просто.
И вообще хорошо бы было почаще их показывать, очень интересно. У них такие крымские интересные композиции, просто Ну, вот невероятные. вы говорили, что вы вынуждены были в некоторых моментах своей жизни искать спонсоров, а сами выступать в качестве спонсора уже готовы? Ну, например, Нет, ну что вы, спонсор это вы знаете что? Это же надо иметь большие деньги. Нет, это Алла Борисовна может себе позволить только. И даже Софья Ротару, по-моему, не выступает спонсором. Я бы с Наталья, удовольствием а бы, вот ну, почему, вот как вы считаете, в свое время вам не удалось ли, либо вы не хотели стать примой, например, вот не получилось. уровня примадонны Вы в знаете, я когда Узбекистане, к примеру? приехала в Москву после большого перерыва, я слишком поздно туда перевелась, как это говорится, навсегда. Я там наездами была все время. Работала там то в Росконцерте, то в Москонцерте, а надо там было вообще жить. Вот я слишком поздно пришла к этому. Вы жалеете об этом? Ну да, конечно же, потому что вот когда я встречаюсь со своими... В Ялте сейчас был концерт, где мы все участвовали, это какие-то песни моря, что ли. Там был Сосо Павлиашвили, Муромов Миша, потом песни эти самоцветы. Это как бы вот вся бригада, с которыми... Ваша тусовка, да? Да, с которыми я... Но они, видите, они намного более популярные. И как-то, живя в Москве, надо было жить в ну Москве. вот, получается, не получилось у вас стать примадонной в Узбекистане, в России, в Москве, а в Крыму какие амбиции? Хочу учить. Хочу учить. У меня очень много опыта, у меня очень много знаний. И мне так жалко, что все это пропадает, потому что я бы могла это передать, и передать есть кому. Потому что я же вот сижу, наблюдаю за вашими артистами. Есть кому передать. Чуть-чуть хочется вот подправить этого, чуть-чуть вот этому подсказать. Вот много опыта хотелось бы передать, как-то поучаствовать в уровне, в поднятии уровня вот вашей эстрады. Потому что опыта много. Заговорили о песнях. Не осмелилась спросить, кто был вашим самым любимым мужем, но осмелюсь спросить, какая все-таки самая любимая песня у вас. Понимаю, что очень... Прикольно. Нет, у меня, конечно, по жизни, конечно, визитная карточка. Это две песни моя. «Казбала» и «Бака-бака-бань, доруй-нянь». Вот это моя. «Если упадешь, может, не плача, споем? встань». Давайте. И это попозже. Нет, попозже лучше. Давайте в конце программы прям я вам напою ее, вот это вот все. И это вот такие вот... Казбала — это маленькая смешная озорная девчонка. Вот как-то я, когда Это примерно... вы? Ну, вот Вы так сами про получилось, себя, да. да, Это про Когда вас. мне перевод сделали, ну, в смысле, я примерно знаю, но я попросила точный перевод. Это девочка, которая встречается с чем бы ни было, она несет солнце, радость и вот удачу, да. И вот это вот она как визитная карточка, и она как вот мой какой-то вот такой стереотип в моей А сами моем писать творчестве. музыку, слова пробовали? Да, у меня есть, вы знаете, вышла большая пластинка MP3 моя, там 85 треков, моих всех и старых, и новых, и вот там 6 моих каких-то таких, может быть, не очень удачных есть произведений. Какие самые шикарные подарки вам дарили? Где? Вообще. Вообще. Я, честно говоря, не помню про это. Вот вообще были ли Для такие меня- поклонники, дарили? дарили Для дорогие меня- подарки? Нет, для меня самые Море интересные... цветов, миллион алых Ну, роз. это, да, цветы это всегда. Когда я ездила с сольными концертами, это был 86-й, вот когда самый такой популярный мой пик был, 87, 88, 89, то я работала по 3 концерта в день. А когда мы работали с Высоцким, с Боярским, то это было и по 5 концертов в день. Первое отделение я, второе отделение Ну, какие там. подарки вам дарили? И, ну, это, всё-таки? конечно, Поклонники. море цветов. Но для меня самый лучший подарок, это, конечно, аплодисменты, и когда кричат «бис». Вот честно, вот в Ялте позавчера был концерт, и вот когда я спела, и меня не отпускали, вот это для меня самый лучший подарок, чем даже если вынесли каких-то там мишек, иногда выносят, там еще что-то. И большой, самый ценный подарок – это песни. Вот песни, когда мне дарят, это все. Вот для меня это, конечно, самое Среди главное. современных звезд эстрады модно сейчас уходить в политику частично, да? То есть это либо же петь за какие-то партии, политические силы. Ну, у нас это тоже было в А Москве, у вот вас? это одно, да, «Единая Россия». У нас Вы был пели такой за «Единую прям... Россию»? Да, у нас все пошли туда, и Сосо Павлиашвили, и наша балерина. И что Единая Россия вам подарки не дарила за это? Нет, как, они просто платили нам за концерты, и все это было тоже хорошо. Это мы поездили по стране, мы как бы за нее Ну, а ратовали. взгляд певицы: Россия коррумпированная страна? Вы знаете, мы в это как-то же даже... Вы знаете, Разве хоть вы не мы за сталкиваетесь с «Единую Россию», как эксперты там ездили какие-то, но наше дело было выйти, спеть им и как-то их хоть порадовать, потому что они же на выборах, они немножко такие сидят серьезные, напряженные, и А у вас не поэтому... создавалось впечатление, что вас используют ваш талант, ваша популярность в политических чьих-то целях? Ну, я даже не знаю, потому что артист, когда выходит, ему уже все равно, какая партия у него А сзади. вы видели, как Путин или Медведев танцуют, например? Нет.
Нет, не видела я такого. Как Ельцин, да, видела, потому что мы работали 2 тура за Ельцина по стране. И Он потанцовывал. Да, это мы видели. Нет, Путин не особенно, кстати, использовал артистов. Он как-то пытался другим вариантом, у него выборы по-другому как-то построены. Наш канал смотрите? Вы знаете, вот я про ваш канал узнала, когда приехали 2 ваших ведущая и оператор, приехали вот на Курбан-Байрам снимать детей, по-моему, дети как раз приехали к нам. И это было так интересно, они вот взяли у меня интервью, и я себе сказала, что, конечно же, если я окажусь в Крыму надолго, то надо обязательно попасть к вам на телевидение. Вот стартует новый сезон «Татлысес». Предлагали вам принять участие как-то? В качестве жюри, Да, может тем более быть. у вас есть желание учить детей. Да, нет, пока не предлагали, но я так думаю, что через ваш канал, и вообще мне очень нравится ваше телевидение, потому что мне кажется, что вот Ленур Ислямов, он как-то правильно, это не коммерческое, мне кажется, телевидение, это, к сожалению, не коммерческое, это именно для поднятия культуры и искусства в Крыму, ваше телевидение, и мне кажется, что это очень важно. И я поэтому хотела бы тоже как-то какой-то вклад свой внести в вашу вот эту работу по сохранению национального, фольклорного, как бы вот искусства, традиций. Так что, пожалуйста, меня в это привлекайте. Учтем, мы Предлагаем теперь от слов к делу. Да, Да, давай. не Просим вас будем долго спеть. запрягать. Да, пожалуйста. Итак, наш Сейчас рояль начнем. в кустах. Попросим звукорежиссеров вывести Да. звук в студию. Да. Давайте, сейчас вот начнется какая-нибудь мелодия, вы сразу узнаете ее и вместе со мной. Потанцуем. Как есть. На мангане яблоки спеют ароматные, на меня не смотришь ты, неприятно мне. Может, вовсе не ко мне ты приходишь в сад, отведать яблочки, спелый виноград. Усть мой брови подведу, наведу глаза сурьмой. Первая не подойду, сам пойдешь за мной. На мангане яблоки спеют ароматные, на меня не смотришь ты, неприятно мне. Яли-яли, яля-ля, яли-рема асмани, ялинганин беланой, йолинге вормасман. Ну и теперь всем вам известный горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток. В горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Учкудук, 3 колодца, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Учкудук, помогайте мне. Учкудук, 3 колодца, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Учкудук, и еще раз. Учкудук, 3 колодца, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Учкудук. Учкудук. И еще одна песенка, там как раз то, что вы говорили про эту песенку, мы с вами напомним. Это детская песенка, но ее помнят и сейчас. Вот. Самая такая визитная карточка, да. Праздник ходит в кишлаки, ты просил моей руки. Походи-ка по канату, это могут даже старики. Бака-бака-вань, дор уйнай, если упадешь, не плачь, остань. Бака-бака-вань, дор уйнай, если упадешь, не плачь, остань.
в завершении вопрос. Так все-таки, в чем секрет женского счастья? Ой, вы мне задали такой вопрос, над которым как раз я как-то не очень задумывалась. Потому что у меня женское счастье — это не только У вас семья. не было времени подумать. Да, семья, быт, это не только это карьера, наверное, все вместе. Мне так кажется, что у женщины должна быть и личная жизнь, но должна и быть ее какая-то карьерная жизнь. Поэтому это тоже очень важно. Она не будет, наверное, просто счастлива, если она будет дома готовить, хорошо ухаживать за своими детьми и семьей. Наверное, ей нужна и светская жизнь какая-то, и какая-то деятельность. А вы светская львица? Вы ходите на Да, тусовки? я не могу без этого, да. Я вот когда в Москве меня долго не бывает, я немножко скучаю, потому что очень часто там всякие у нас такие гламурные тусовки, просто какие-то интересные встречи. Ну ведь вы не гламурная женщина. Нет, я там, где гламур, я не особенно хожу, но вот где профессионалы собираются и там какие-то сейшены, вы знаете, у нас там очень много джазовых сейшен, жалко, что я вот вам не спела что-нибудь такое джаза, там, но это будет все впереди обязательно, или с Энфером какой-нибудь такой будет дуэт, или еще с какими-нибудь вашими Да, я думаю, вы еще успеете музыкантом. порадовать крымчан. У нас в студии была озорная девчонка Наталья Нурмухамедова, которая делилась своим секретом счастья, которая была замужем 9 раз и собирается в 10-й. Я думаю, что у любви и музыки теперь есть Наталья. Самая у нас